Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева и Максим Гоголев. Сегодня четверг, 30 января. Я надеюсь, у вас отличное настроение. Да, так же, как у нас. Ну что ж, какие же даты сегодня мы отмечаем? Как всегда, этот день богат на интересные события. В 1931 году в Нью-Йорке в Бродвейском кинотеатре Лос-Анджелес состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». 8-й по счету полнометражный фильм стал одним из самых популярных в творческой биографии Чаплина. Картина имела большой успех. За 3 месяца она принесла свыше $400 тысяч чистой прибыли. Это старыми деньгами. Славу Чаплину принесло немое кино, и хотя звук появился в фильмах уже в 1927 году, универсальный мастер кинематографа, актер, сценарист, композитор и режиссер оставался верной старой кинотехнике еще целое десятилетие. Он очень жалел о том, что эпоха немого кино канула в лету, и даже говорил: все-таки жаль немого кино. Какое удовольствие было видеть, когда женщина открывает рот, а голоса не слышно. Да. Ну а в 1790 году в Англии впервые была испробована на море спасательная шлюпка. Отцом лодки называют Генри Гритхеда из Южного Шидза. Несмотря на огромную морскую историю, предшествовавшую появлению Original, эта шлюпка стала первым специализированным плавсредством, предназначенным для спасения на море. В 1839 году более 30 береговых станций британских островов были оснащены спасательными шлюпками, а лодку Original закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн. А за 40 лет ее карьеры благодаря ей были спасены сотни человеческих жизней. Вот так. А еще сегодня, согласно древнеславянской мифологии, празднуется День Деда Мороза и Снегурочки. Мороз был женат когда-то на Снежной царице, и у Мороза и Снежной царицы была красавица-дочь Снегурочка. Вообще, День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы. За ним уже была не за горами широкая и щедрая масленица, так что пора начинать готовиться к весне, друзья. Также мы хотели бы напомнить вам, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. Можете передать привет кому хотите. И также мы напоминаем, что году памяти и славы, приуроченной к 75-летию Великой Победы, наша утренняя программа «Новый день» НВК «Саха» запускает флешмоб. Коллектив в количестве не менее 10 человек исполняет песню «Катюша» на стихи Михаила Саковского и на музыку Матвея Бланта. Песню можете исполнить на сотовый телефон, главное, чтобы он был в лежачем положении. Отправляйте к нам на почту utro.nvk@mail.ru либо в Инстаграм «Утро НВК Саха». Отправленные видеоконтенты мы будем размещать каждый день с хэштегом «Утро НВК Победа 75». Так что, друзья, собираемся группами от 10 человек, поем любимую песню и прославляемся на всю республику. Да. Но я думаю, сейчас пришло самое время узнать, какая погода ждет нас сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Центральных Улусах утром минус 22, минус 32, днем минус 19, минус 28. В Заречных минус 27, минус 37, днем минус 22, минус 31. В Южных минус 11, минус 18, днем минус 11. В Вилюйских минус 20, минус 26, днем минус 14, минус 19. В Нижнеленских минус 23, минус 26, минус 22 днем. В Западных минус 17, минус 26, днем 11, минус 18. В Колымо-Индигирских минус 32, минус 42, днем минус 25, минус 34. В Янских минус 22, минус 27, днем минус 23, минус 26. На северо-западе минус 23, минус 30, днем минус 25, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 31 градус. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 25, минус 27 градусов. Ну, отличная погода, это всегда отличные новости. Друзья, у нас сейчас в студии первый гость. Это Игорь Васильевич Ткаченко, руководитель ГКУ, Департамент жилищного строительства. И расскажет нам сегодня Игорь Васильевич о том, как расселяют детей-сирот. Да. Доброе утро, Игорь Васильевич. Доброе утро. Доброе утро. Ну, собственно, за 2019 год о каких итогах мы можем говорить?
Ну, собственно, за 2019 год итоги очень довольно неплохие. Все, что мы наметили, мы выполнили. Значит, приобрели 576 жилых помещений. Это на территории Республики Саха-Якутия по различным муниципальным районам. Плюс законтрактовали в части строительства еще 177 жилых помещений. Они будут готовы в течение текущего года. И также 177 детей-сирот или семей детей-сирот переедут в эти жилые помещения. То есть довольно приличная цифра. В общей сложности это обошлось в 1 251 миллион рублей. В общем-то, эти деньги освоены полностью. Что касается 2020 года, также есть планы, есть перспективные планы, есть текущие планы. Общая цифра детей-сирот – это 771, которые проходят по реестру и которых необходимо обеспечивать как раз в текущем 2020 году. Ну, то есть там тоже прогнозная цифра финансовая довольно приличная – 1 388 000 000. Ну, надеемся, что все будет выполнено как положено. Ну вообще, как получается, скажем так, работает эта система? Когда к вам поступают данные? Когда вы делаете запрос на денежные средства, на финансирование? Либо все приходит к вам с других, скажем так, ресурсов? Да. Ну, значит, здесь есть цепочка взаимодействия нескольких министерств, ведомств и муниципальных районов. Но, в общем-то, изначальные цифры идут от Министерства труда и социальной защиты, с которыми плотно работают органы опеки, находящиеся на местах, ну, то есть при органах местного самоуправления. Значит, формируется реестр детей-сирот, которых необходимо, ну, у которых возникает право обеспечения в конкретном финансовом году. Значит, в дальнейшем эти цифры передаются в Минстрой, и Минстрой, в общем-то, занимается конкретно уже формированием специализированного жилищного фонда, то есть приобретает жилые помещения, либо покупает на вторичном рынке, но, опять же, не напрямую, а через муниципальные районы, с которыми заключается соглашение. Ну, то есть, получается, вы как цепочка, невидимый фронт, да, какой-то? Ну, он не то чтобы невидимый, он как бы, наоборот, получается очень видимый, потому что Минстрой, как везде звучит, и, в общем-то, различные вопросы, начиная от почему ребенок не признан статус сироты, и почему такой-то ребенок не получил в этом году, или там в каком году получит. В общем-то, таких вопросов довольно много. Ну да, в этой части получается та цепочка, которая находится посередине, условно говоря. И, в общем-то, вот то, что от нас зависит, мы это делаем в полном объеме. Игорь Васильевич, скажите, ну а к вам бывает, что напрямую обращаются люди, допустим, с такими вопросами, а когда у меня будет собственное жилье? Это к вам или все-таки не к вам? Ну, вот здесь, да, вы правы, обращается очень много, потому что, в принципе, ну, не все, скажем так, понимают, куда нужно первоначально обратиться. И, конечно, это органы опеки, которые находятся в органах местного самоуправления, то есть при городских администрациях, при муниципальных администрациях. Но, в принципе, к нам такие обращения, конечно, поступают довольно, ну, не скажу, чтобы часто, но периодически. Насколько мы владеем информацией в текущем моменте, конечно, мы сразу отвечаем. Если мы чем-то не владеем, ну, необходимы уточняющие вопросы. Да, мы просто даже не переадресовываем, мы как бы сами обращаемся в соответствующие, ну, смотря по компетенции, к кому обратиться, и стараемся этот вопрос разъяснить, пояснить и полностью рассказать ситуацию этому человеку. Как справляются с поставленной задачей по обеспечению жилья детей-сирот муниципалитета? Да, если уж вы через них работаете. Ну, в общем-то, справляются неплохо, потому что, исходя из тех цифр, которые я вот перед этим озвучил, в принципе, что приобретено столько-то квартир, столько-то законтрактовано квартир, в принципе, больших вопросов не возникает. Есть, конечно, текущие рабочие вопросы, потому что, первое, это меняется законодательство, меняются некоторые технические моменты, скажем так. Но, в принципе, понимание есть, и органы местного самоуправления к этому относятся также с пониманием и с ответственностью. А мы, собственно, в этой части несколько контролируем на основании того соглашения, которое заключаем, где все прописано, вплоть до контроля расходования финансовых средств. Вот мы сейчас на экране видим частные дома, благоустроенные. Там вот был кадр, когда монтировали септик. То есть, получается, дети-сироты и их семьи, они могут получить не только квартиры, но и в частном секторе, да, проживания? Да, это закон не запрещает приобретать жилые помещения для детей-сирот, скажем так, в разрезе индивидуальных домов.
Такое возможно. Возможно строительство, приобретение, как в том числе вот таких индивидуально стоящих. Хорошо, а домов. такой момент. Может ли гражданин, признанный в статусе ребенок-сирота, но уже взрослый, перебраться, допустим, из района в город, то есть получить жилье здесь? Или все строго, где ты проживал, там и получаешь? Да, в настоящем это возможно, потому что были внесены определенные изменения в закон Республики Саха-Якутия. И сейчас, если раньше было, что ребенок, признанный, в каком районе был признан сиротой, в каком районе был признан статус сироты, в том районе он должен быть обеспечен жильем. Сейчас такого нет, и, в принципе, у детей-сирот возникает право выбора в рамках республики, где встать на учет и где, соответственно, получить жилое помещение через какое-то время. Ну, само собой, здесь нетрудно догадаться, что в основном это все упор на город Якутск, и поэтому по городу Якутску, в принципе, самые большие цифры детей-сирот, Объем, которых необходимо обеспечить. Да. Вот у меня такой вопрос. Подходили к вам ли с благодарностью, может быть, дети-сироты? Ну, вы знаете, вопрос такой какой-то даже риторический, наверное. Ну, ко мне с благодарностью не подходили, но, в принципе, насколько я знаю и насколько приходят те же самые обращения, они не только там с проблемами, но, в принципе, есть и, скажем так, с благодарностями. Но это в основном, да, в адрес Министерства строительства. Ну, такие моменты были. Не часто, но они бывают. В основном, я думаю, обращаются в органы самоуправления. Очень объемная, и все-таки результат хороший, радостный. Но, тем не менее, мы понимаем, что в процессе наверняка возникают разные сложности. Вот какие там могут быть моменты? Ну, тут, понимаете, смотря в какой части это рассматривать. Если в части нашей работы, там, допустим, контактов с ОМСУ, контакты с застройщиками, ну, здесь в основном технические нюансы, потому что вот эти вопросы контроля строительства, вопросы контроля качества, они бывают несколько обострены. Но это такие рабочие моменты, и здесь ничего такого нет, да. Если в части детей, которые обращаются, ну понятно, что человек хочется быстрее получить, и вот это вот как-то вот это желание. А когда, Конечно, почему вы сказали вот там через месяц, а уже прошел второй месяц, да. Ну, такие чисто рабочие, такие где-то даже жизненные моменты, поэтому ничего такого принципиально серьезного нет. Игорь Все Васильевич, объясняется, все работает. Ну, в конце нашей беседы давайте напомним, какие цифры, какие показатели, какие планы у вас на 2020 год по, скажем так, расселению детей-сирот. Ну, значит, цифра тоже довольно серьезная. Это 771 человек. Прогнозный объем финансирования 1 380 000 с небольшим. Но, повторюсь, прогнозный объем. Вот, собственно, те цифры, которые мы должны отработать в этом году и с переходом, ну, может быть, на следующий год, если будут квартиры строиться. Если что-то не успеет. Надеюсь, что планы выполнятся все. Да, мы тоже на это надеемся. 771 вы сказали, да? Человек. 771, да. Большое спасибо, Игорь Васильевич. Я действительно надеюсь, что эти люди обретут свои дома. Расскажите нам в следующем году о своих результатах. Надеюсь, придете, порадуйте нас. Ну, а мы будем продолжать наш эфир, друзья. В Якутске впервые проходят курсы по интеллектуальной собственности. Как отмечают организаторы, без защиты прав интеллектуальной собственности, без защиты товарных знаков очень трудно выходить на новый уровень развития. Давайте подробнее узнаем в нашем следующем сюжете. Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» в эти дни проводит курсы повышения квалификации «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике» от заявки до внедрения. Это первое мероприятие, которое проводится Федеральным институтом промышленной собственности в рамках заключенного договора с университетом 2035. Очень радует заинтересованность наших предпринимателей и не только, ну и научных сотрудников, преподавателей, да, ну и всех, кто в этой сфере работает, потому что это очень важно для развития нашей республики, для потенциального роста и выхода на мировые рынки, на мировой уровень. Курсы направлены на усвоение норм правовой охраны интеллектуальной собственности в цифровой экономике, формирование навыков для оперативного выявления охраноспособных объектов, оформление заявки и последующего грамотного управления правами. Интеллектуальная собственность, если самым простым языком, это защита ваших идей, защита идеи человека со стороны государства. Государство предоставляет юридическую защиту, защиту самой идеи, поданной, изложенной на бумаге, поданной, зарегистрированной, имеющей техническую новизну, мировую новизну.
Это и есть интеллектуальная собственность. Также это товарные знаки, защита товарных знаков, также это защита промобразцов и иных. У нас несколько видов интеллектуальной собственности, в том числе и наименование мест производителей товара. Эксперты Федерального института промышленной собственности и Роспатента обучение проводят абсолютно бесплатно. По итогам участники получат сертификаты по повышению квалификации. Как юрист скажу, что основной момент – это не нарушить права третьих лиц и, соответственно, оформить свою разработку таким образом, чтобы можно было, чтобы она была патентоспособной, можно было получить патент, провести предварительные патентные исследования, патентный анализ технологий, да, чтобы понимать, можно ли будет получить патент и вообще есть ли шансы, например, на выход на зарубежные рынки. Соответственно, вот такие вопросы. Как отмечают организаторы, без защиты прав интеллектуальной собственности, без защиты товарных знаков очень трудно выходить на новый уровень развития. Далее такие обучения пройдут в 12 субъектах Федерации. Наталья Колесова, Семен Афанасьев. Новый день. Ну что ж, вот такие новости, такие хорошие курсы в городе проходят. Ну а мы возвращаемся к нашим темам эфира. Максим, давно хотела тебя спросить, ты знаешь, что такое нейролингвистическое программирование? Нет, но мне бы очень было хотелось. На самом деле это такой раздел психологии, скажем так, профессиональный, но суть его очень-очень проста. Помнишь такую фразу из мультика про капитана Врунгеля: «Как корабль назовешь, так и поплывет», да? Нейролингвистическая психология, она подразумевает то, что те слова, которые мы используем в своей речи каждый день, они определяют наше бытие. Если быть проще, слова имеют силу, слова имеют энергию. Соответственно, можно сказать: «О боже, какой ужасный день, я совсем не выспалась». Или, как думаешь? Ну, какой хороший сегодня день, у меня столько энергии. или можно сказать, даже если ты не выспалась: так, ну не выспалась и не выспалась, но сегодня я порву и зажгу. То есть как вы себя настраиваете, так ваш день и выстраивается. Поэтому, друзья, используйте позитивные слова, настраивайте себя на хороший лад, общайтесь добрыми словами со своими близкими, и вот увидите, что к вечеру день абсолютно наладится. Да, это очень полезный и очень хороший совет. Что ж, туризм бывает разный, но для наших жителей республики, да и всей страны, привычен более традиционный туризм. В жарких странах, в гостиницах, all-inclusive, желательно на первой береговой линии. Есть еще один очень интересный и более того бюджетный вариант туризма. Об этом в следующем сюжете. Бытует мнение, если спросить человека старшего возраста, о чем он жалеет, он ответит: жалеть можно о том, что мало любил и мало путешествовал. Если ты пытливый турист, если ты хочешь узнать страну изнутри, от первых лиц, от жителей, ближе прикоснуться к быту и обычаям, то лучшим решением будет разместиться через приложение Couchsurfing. Серфинг — это которое получается для путешественников, как бы, чтобы бесплатно там останавливаться там, и так далее. Ну, чтобы люди приехали на другой город, который в незнакомом городе или в другой стране, короче, как бы, ну, останавливались. Возможно узнать их быт и их менталитет. Изнутри, да. Ко мне приехали больше 10 человек. Ага. Из каких стран? Америка, Южная Корея, Румыния, Франция, Швеция и российские города. Я езжу постоянно. Ну, пока за пределы России, это Турция был. И основные российские города везде. Через приложение скачиваете Couchsurfing, и там зарегистрируетесь, и верификации проходите, и все, и с ними общаетесь. И самое главное, чтобы верификация же была хорошо. Верификация — это что такое? Это, получается, характеристика человека от отзывов. Так вот, и сами они пишут люди. И в этот раз к опытному каучсерферу Александру приехал турист из Южной Кореи. Я был в разных странах, а как я узнал про Якутию, узнал через друзей, которых встретил во Владивостоке. Это было весной, и сразу задумал, что зимой поеду сюда. Вот так я оказался тут, в Якутии. Мне по корейскому летоисчислению 25 лет. В 21 меня призвали в армию, отслужил до 23, после этого я начал путешествовать по миру. У меня нет постоянной работы, потому что я работаю, чтобы путешествовать. Я был крайне удивлен и обрадован, что встретил своего земляка, кореянку, здесь, в Сибири. То есть тебя удивило, что ты встретил именно здесь? Да, я был приятно удивлен.
Согласитесь, это несравненное чувство, когда ты, будучи в чужой стране, встретил земляка, что очень успокаивает и радует. Меня зовут Хаин Хи, я родом с Сахалина. В Якутии оказалась в 1967 году. Но я в душе тоже романтик, люблю путешествовать. Вот, тоже побывала во многих странах. Была организована очень теплая встреча, и наличие родного по национальности человека вовсе сняло напряжение. И наш турист не только слушал наши песни, но и спел песню на своем родном языке. 안녕하세요 시청자 여러분 반갑습니다. Доброе утро, дорогие телезрители. Максим Гоголев, Андрей Секритов. Новый день. Тема нашего следующего разговора – подготовка детей к выпускным экзаменам и проориентационная работа с детьми. У нас в гостях Селина Николаевна, основатель, владелец Центра развития детей «Интегра», и Сарглана Баишева, директор по развитию Центра «Интегра». Доброе утро. Доброе утро, девушки. Красивые, яркие, проснувшиеся. Но я думаю, что вот сейчас у многих родителей, у которых выпускники, да, начинается горячая переживательная страда. Сами выпускники тоже все на нервах. ОГЭ и ЕГЭ вот-вот уже в июне. Итак, Какую как же же профессию выбрать? Да, или если выбрать, то как же поступить и куда именно поступить. А как в вашем центре в «Интегра» ведется подготовка к этим важным событиям? Доброе утро. У нас в центре есть все необходимые курсы для того, чтобы ребенок полноценно подготовился к сдаче таких важных экзаменов в своей жизни. Это начиная с математики, заканчивая историей, например, да, и точные науки, и гуманитарные науки. Также, помимо того, что мы готовим их к сдаче экзаменов, мы их также готовим к профориентации. То есть мы помогаем детям сделать более такой осознанный выбор своей будущей профессии. И, в частности, организовываем профориентационные туры по вузам Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, смотрите, Василина, профориентация. Если я знаю, что я гуманитарий, я же, естественно, не пойду на математический факультет, да? А если я не знаю, как определить можно? Определить, способов, конечно, много, но, как практика показывает, в основном дети слушаются либо своих родителей, советы родителей, советы учителей, возможно, какой-то есть авторитет, да, кого они видят. А всегда ли правильно слушать взрослых? К сожалению, не всегда, потому что... Не всегда, потому что бывает расхождение как по способностям ребенка, по его желаниям, так и по представлениям родителей. Поэтому наши вот туры как раз-таки для этого. Ну а как они помогают детям доопределиться, скажем так? Ну смотрите, возьмем обычного ребенка из нашей Якутии, да? Он сидит, он хочет поступить, он говорит, я хочу в Москву. Но Москва — это же мегаполис огромный. Там... А сколько там университетов, да, сколько университетов, а внутри университета сколько институтов, сколько факультетов, да? Поэтому мы даем детям нашим якутским ребятам, чтобы они из нашей вот далекой республики поехали туда, в Первопрестольную, и увидели воочию все эти вузы, о которых мы слышим везде, в газетах, в телевидении, МГУ, например, да, РГУ нефтегаза имени Губкина, МГИМО, где вот обучались наши все политики. А это такой вот, скажем, музейный тур, да, то есть проехать по Москве, посмотреть прекрасное здание, или можно там чему-то научиться? Смотрите, у нас же организация образовательная, то есть мы не являемся турфирмой, поэтому наши туры именно нацелены на то, чтобы дети узнали информацию, они сделали красивые фотографии там на память и так далее. Да. Поэтому у нас как бы идут и лекции специальные, да, от первоисточников. То есть ребята не будут потом гадать, сколько там баллов, а вдруг 250, а вдруг 280, это же колоссальная разница. А им все это рассказывают как бы первоисточники. То есть получается, когда ребенок хочет в центр вуз, он не понимает, он хочет просто в среду, в Москву, допустим, да, или в Петербург. А вы именно точечно показываете, да, какие университеты и как там вообще учиться и проживать. Помимо того, что мы показываем университеты, мы им устраиваем встречи с реальными студентами, с реальными выпускниками вузов, да, данных, вот, которые мы смотрим. И они уже с действующими студентами проходят по этапам взросления, этапам как быть первокурсником, как жить в общежитии элементарно, да, потому что мы вот детей готовим, а вот именно к взрослой жизни мы бытовым каким-то моментам они элементарно, оказываются что не там готовы. нужно покупать посуду, какую там она подойдет, не подойдет, какой режим в общежитии, например, да. То есть мы как-то вот со всех сторон к этому подходим. Сарглана, ну а вот какие встречи с, возможно, будущими преподавателями ждут детей, которые отправятся в эти туры?
В наших поездках дети именно встречаются с деканами, да, университетов, со студентами, да, которые уже там учатся и живут, и они вот лично будут рассказывать про то, как устроена жизнь, да, в Москве, в Санкт-Петербурге, чем они столкнутся, да, впервые, да, с какими трудностями. Вот об этих самых важных вещах дети узнают от первых уст, да, так скажем. У меня вот такой вопрос. Почему вы выбрали такую направление, профессию, да, вот? Это что-то Расскажите. на личном опыте? Да. Да, конечно же, без личного позыва никакие проекты не воплощаются в жизнь, да. Поэтому, когда я думала о проведении таких профориентационных туров, я все равно исходила от своего личного опыта. Например, я всегда была отличница, круглая отличница, я одинаково была хороша как по химии, так и по математике, информатике, да. Поэтому была сложность в определении именно в какую область, потому что и там хорошо. И, конечно же, я послушалась в первую очередь и учителей, и родителей. Но не свой внутренний голос. То, что вот я вот специалист по энергетике, наноэнергетика, и по второму образованию переводчик английского языка. И, конечно же, я отработала по специальности, я работала в Москве, имею опыт инженером, да, в науке, но всегда хотела быть преподавателем. Просто вот, если меня смотрит моя первая учительница, Евдокия Николаевна, я вам передаю привет. По вашему примеру, по вашему авторитету я хотела всегда быть учительницей, но не позволили, скажем так, обстоятельства. И поэтому я хочу, чтобы ребята не тратили время какое-то, да, на ошибки выбора, чтобы они осознанно к этому подходили, чтобы они вот реально посмотрели, подходит ли им вплоть от преподавателей, вплоть от стиля проведения занятий, да, которые они будут смотреть на профтурах, заканчивая вообще аудиториями, например, элементарными, да, то есть... Ну, помимо Москвы, я знаю, что вы еще в Татарстан детей планируете привезти. С этого года мы расширяем наши границы, да, поэтому у нас будет также тур во время весенних каникул в Татарстан, в частности, в Иннополис, университет Иннополис, и как раз-таки поможем нашей Якутии в будущем взрастить IT-специалистов. Хорошо, Вот еще хотели узнать, да, по лекциям. Какие лекции будут слушать дети? По лекциям абсолютно разные. Например, бывают мастер-классы. Мастер-классы по сборке материнских плат, например, были, да. Нам показывали имитации шаровой молнии и так далее. То есть абсолютно разные. То есть мы как бы... И не скучные в том да, числе, не скучные, да, конечно. В МГИМО очень интересные экскурсии нам сделали. То есть в основном идет как бы именно на знание детей, на их профориентацию. Хорошо, Саргалана, а детей какого возраста вы ждете? Это только ли 11-классники? Нет, мы набираем вот от 8 да, класса до 11 класса. То есть Ну, можно как бы, не спеша, да, за не несколько спеша, да, лет можно спокойно и начать. определиться, и подготовиться. Хорошо. Ну да. Куда позвонить, прийти, где получить дополнительную информацию? Так, мы находимся на Курашова 8, это район второй школы. Можете к нам позвонить 25 91 25, в Интегро напишите в Инстаграме, вы нас сразу найдете. И забыли сказать, что мы также набираем детей и в Корею Южную. И за границей. Да, и Да, за за границей границей. тоже. Также в планах Чехия, университета Чехии. В Корее вот Саргалана Иевна как раз-таки повезет детей. Там будет больше такой познавательно-развлекательный тур. В подробностях Саргалана. Да, вот как, Корей, что ж, Да. как сказала вот Селина Юрьевна, с этого года мы начали расширять наши границы, да, и наряду с Татарстаном мы планируем поездку в Корею, именно в Сеул, да. Детей ждет очень познавательная, насыщенная программа. Мы искренне хотим, чтобы каждый ребенок познавал, да, что-то новое, Да. открыл в себе новые грани, да, мыслил Именно с шире. нужной стороны. Да, да, да. Да, Поэтому вот ставили уникальную авторскую программу, где вот да. дети полностью погрузятся в корейскую культуру и воочию видят, чем и живут, чем живут и Ну, дышат. я Отлично, думаю, да. подробности можно будет Да. посмотреть Да, в вашем инстаграме. Большое спасибо. Большое спасибо, Успехов да, вам. что Действительно, пришли. создавайте новых успешных специалистов. Спасибо. Друзья, А мы ну... переходим на перерыв, не переключайтесь. Доброе, бодрое утро. Вы смотрите программу «Новый день» на канале НВК Саха. И с вами Максим Гоголев. И Евгения Гурулева. Что ж, мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей.
Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом. Его руководителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В штаб также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Алексей Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, а также главы других ведомств. В ходе совещания, проведенного Михаилом Мишустиным, было отмечено, что по состоянию на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства страны. Между тем, Министерство внутренних дел России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в нашу страну проходить дактилоскопию, а также предоставлять на погранконтроле медицинские справки. В свою очередь, ранее во многих российских аэропортах, в том числе и города Якутска, был усилен санитарный контроль из-за быстрого распространения коронавируса. И к другим не менее важным темам. В новую потребительскую корзину заложат здоровое питание. Также до конца этого года в России изменится и методика расчета прожиточного минимума. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Сейчас еще рано говорить о конкретных изменениях, но, по словам главы ведомства, на сегодняшний день экспертам сказано о целесообразности изменения отдельной группы продуктов питания, входящих в потребкорзину в пользу более здорового питания. И, вероятно, набор продуктов и их количественные параметры внутри корзины изменится, сказал министр. Онкобольные из отдаленных населенных пунктов Ленского района могут воспользоваться бесплатным проездом. К таким относятся поселки Витим и Пеледу, а также села Талон и Иняла. Минздрав оплачивает проезд до республиканского онкоцентра только от города районного значения, а проезд до Ленска для жителей Витимского направления стоит в районе 5000 рублей в одну сторону. Это значительные суммы, при том, что они выезжают не один раз в год. По подсчетам Управления социального развития, в этих муниципальных образованиях проживают 96 онкобольных. Но за новые меры поддержки в прошлом году обратились только 11 человек. Однако в 2020 году льготу отменять не собираются. Конечно, информация доводилась неоднократно до больницы. Больница, естественно, до своих пациентов, до глав муниципальных образований. Вот неоднократно мы и выступали на радио, на телевидении, в газете. В текущем году были звонки от пеледуйцев. Не уберут ли, интересно, эту меру поддержки? Нет, она у нас остается, то есть до той поры, когда в ней будет потребность и в ней будет необходимость. Республика получит около 8 миллиардов рублей из федерального бюджета до 2021 года на реализацию программы по переселению граждан. Как сообщил руководитель региона СМ Николаев, до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. Это самый большой показатель в стране. По данным, в прошлом году было расселено 38 тысяч квадратных метров. По словам главы Якутии, в этом году планируется расселить свыше 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из них около 17 тысяч относятся к территориям арктических районов. Первые контракты на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже заключены, сообщает пресс-служба Минтранса. В 2020 году работы пройдут на 33 объектах республиканских дорог. Из них 29 вводные и 4 переходящие. Всего в текущем году планируется обеспечить ввод около 200 километров, из которых 183 по региональным автодорогам и 22 километра в городе Якутске. Впереди еще много важной актуальной информации. Не переключайтесь. Что ж, сделано в Якутии. Это бы звучало очень гордо. С 29 по 30 января проходит обучение по теме «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике». Об этом нам расскажет Александр Александрович Прищеп, зам генерального директора ФИПС Роспатент. Ольга Григорьевна Григорьева, председатель ассоциации «Сделано в Якутии», и Екатерина Николаевна Романова, учредитель ассоциации «Сделано в Якутии», патентный поверенный. Доброе утро, рада вас видеть. Ну что ж, Ольга, расскажите, о чем курс? Да. Всем доброе утро. Вот со вчерашнего дня на 3 дня у нас идут интенсивные курсы обучения по теме «Интеллектуальная собственность от заявки до внедрения». По инициативе нашей ассоциации «Сделано в Якутии» и по соглашению о сотрудничестве с ФИПС Роспатент у нас проводятся вот такие масштабные курсы, и к нам приехали гости-эксперты из Москвы.
Александр Александрович Пищеп с нами, он все расскажет. Ну вот сейчас стоит очень острый вопрос интеллектуальной собственности, защиты авторских прав, оформления патентов, потому что это все-таки залог успеха нашего бизнеса, потому как коммерциализация, капитализация авторских прав и ну, вот всего этого да, дает нам возможность выходить на новые рынки, на новые уровни. Ну и, конечно, это приведет к росту экономики в республике. Александр Александрович, ну вы представляете ФИПС Роспатент. Что это за организация такая? Это организация Федеральный институт промышленной собственности, который является подведомственным учреждением Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Основная задача Федеральной службы по интеллектуальной собственности – это защита прав на интеллектуальную собственность, патентов, товарных знаков, промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности. По-простому, допустим, если я создала какую-то фирму, назвалась, например, не знаю, колобки и блины, да? По-хорошему мне нужно запатентовать свое название и логотип, иначе может возникнуть ситуация, что у меня это название и логотип в другом регионе, скажем так, ну, не своруют, но будут использовать. Ну, в действительности, давайте скажем так, то, о чем вы говорите, это будет скорее товарный знак, а не логотип. То есть, да, действительно, вам товарный знак необходимо зарегистрировать, и вы получите государственную охрану своего товарного знака, который не позволит другим предпринимателям использовать его в своей деятельности, в бизнесе. Ну, а патенты? Патенты это все-таки уже немножко другая сфера, это именно патентование технической мысли, то есть технической новизны, технических разных устройств, которые позволяют запатентовать идею именно техническую, да, то есть получить защиту государства именно технической идеи, технического творчества. Екатерина, расскажите, как проходит обучение? Обучение проходит у нас в двух группах, да, в двух точках города Якутска. На самом-то деле у нас ажиотаж такой. Слушателей очень много, более 400 человек у нас обучается на курсе, потому что действительно вот интеллектуальная собственность, да, его охрана, защита и коммерциализация, его разумное использование в рамках полевого пространства, да, правового пространства, это очень активно и актуально для Республики Саха-Якутия. Но, скорее всего, республика наша богата очень многими креативными, инновационными, не только предпринимателями, но и профессорско-преподавательский состав тоже очень интересуется живо, да, и очень много приехали из наших районов, да, то есть практически из 35 улусов в режиме онлайн, в режиме офлайн, да, то есть участвуют на наших курсах. И это очень радует, что наша республика в тренде, можно так сказать, да, то есть развитие рынка интеллектуальной собственности. Александр, я бы хотел вас спросить, вот вчера прошло, да, вот... Первый день вчера. Первый день. Что вам запомнилось? Что запомнилось? Запомнилось на самом деле активное участие, активный интерес участников мероприятия к самой теме интеллектуальной собственности. Людей творческих, людей интересных. И именно защита творчества – это наша основная идея. Защита интеллектуальных возможностей, способностей от момента идеи, то есть от момента придумки какой-то идеи, если так можно сказать, до ее внедрения в жизнь, защиты ее и получения на нее прав и защиты именно от государства этой идеи. Ну, а слушатели вашего вот этого курса на практике чему научатся? Вот эти 3 дня, что им дадут? Смотрите, значит, самое главное, чему они научатся, это сделать так, чтобы их идея получила государственную защиту. То есть они научатся определить свое изобретение, если оно таковое есть, получить на него, подать заявку, получить право. И после этого они смогут его коммерциализировать каким-то образом, если смогут, конечно. Ольга, вы вчера там присутствовали, естественно, да? Я же надеюсь, что это не в формате вещания от лектора, это же в формате общения. Какие вопросы задают слушатели? Конечно, актуальных тем, вопросов очень много. Вот, как говорят мои коллеги, курсанты были очень активны. Там были, начиная от преподавателей до предпринимателей, ученые, наши братья, да, вся творческая интеллигенция. Вопросы задавали, конечно, те, которые их волновали. Как патентовать, допустим, коллективный патент? Товарный знак. Коллективный товарный знак. Ну и то, что у нас очень рьяно копируется, допустим, другими предпринимателями.
Вопросы задавали, допустим, по сельскохозяйственной естественно, части, да. да, рецепты. Ну, много было вопросов. Даже рецепты. Рецепты да, бабушки нужно запатентовать, да? Да, обязательно. Смотрите, ну а самая сложная область для ведения вот этой деятельности вашей? Можно ли как-то вот отследить? Самая сложная область, наверное, это научить человека, изобретателя, правильно подготовить заявку, правильно изложить формулу изобретения для того, чтобы получить в итоге результат, патент. Да? И вот вчера на обоих наших мероприятиях были деловые игры. То есть как раз мы общались с нашими обучающимися, то есть учили их друг с другом общаться, понимать, что можно запатентовать, а что на самом деле тот самый старый велосипед, который уже давно изобрели. Да, вот мне очень интересно, все-таки я вот не был, да, какие жаль. именно темы вот интересны были, конкретно, точечные? Конкретные точные темы это были вопросы, связанные именно с коммерциализацией изобретений. Что это такое коммерциализация? Коммерциализация. Ну, допустим, это вот я езжу по вашему замечательному прекрасному Якутску, да, каждый там день из тех, что я здесь нахожусь, и вижу огромное количество вывесок. Франшиза. Это использование товарного знака других компаний для того, чтобы вести свой бизнес. То есть покупка франшизы вместе с, допустим, с товарным знаком. Для того, чтобы купить этот товарный знак, право пользования этим товарным знаком, необходимо зарегистрировать этот договор в Роспатенте. Все понятно, вот один из примеров такой самых ярких. Наверное. Екатерина, ну, дни насыщенные, 400 участников, есть спрос, есть желающие. В ближайшее время еще планируете повторение подобных курсов? Но мы очень благодарны на самом-то деле Александру Александровичу, всему Федеральному институту промышленной собственности, что в рамках нашего соглашения, сделан с Якутией, да, приехали к нам такие эксперты. То есть эксперты Федерального института промышленной собственности, Роспатента, они как вживую стоят, общаются с слушателями, да, и отвечают на такие вопросы. И в рамках соглашения, я думаю, очень много будет таких мероприятий. Ну, большое спасибо, что Да, пришли. спасибо вам, что подошли к нам и рассказали. Это действительно очень интересная тема. Сделано в Якутии. Спасибо. Связь, и надеюсь, еще большое. встретимся. Ну что ж, мы опять переходим на перерыв. Вы не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день». И сейчас, я думаю, Максим, пора напомнить нашим телезрителям, которые одеваются выходить на работу, что же ждет за окном. Да, давайте узнаем. Что ж, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах днем ожидается минус 19, минус 28. В Заречных минус 22, минус 31, в Южных минус 11, в Вилюйских Улусах минус 14, минус 19, в Нижнеленских минус 22, в Западных минус 11, минус 18, в Колымо-Индигирских минус 25, минус 34, в Янских минус 23, минус 26, на северо-западе минус 25, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 31 градус, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду, днем ожидается минус 25, минус 27 градусов. Самое время отправиться прогуляться пешком. В списке крупных премьер 30 января релизы на любой вкус. На военные драмы отвечает свежий оскаровский номинант 1917 Сэма Мендеса за ужасы, основанный на известной сказке фэнтези-хоррор «Гензель и Гретель» за классические экранизации «Маленькие женщины» от Греты Гервиг. Знакомимся подробнее в каждой из премьер в рубрике «Киноафиша». Блейк, бери напарника и с вещами ко мне оба. Режиссер фильмов «Красота по-американски» и «Скайфолл» Сэм Мендес представляет свою военную драму 1917. Эта визуально неординарная картина была поставлена Мендесом и снята выдающимся оператором Роджером Диккенсом продолжительными сценами, а смонтирована так, чтобы создавалось впечатление, будто весь фильм состоит из единого кадра. Если ты не справишься, начнется бессмысленная бойня. Как говорят уже посмотревшие, отслеживание того, где именно замаскирована смена плана, развлечение на первые 10 минут, ну а потом фильм захватывает целиком.
Сюжет очень способствует. Главные герои выполняют фактически самоубийственное задание и бегут на перегонки со временем. «1917». Расскажи мне сказку, Гретель. Она страшная, тебе будут сниться кошмары. Страшная сказка Оза Перкинса «Гретель и Гензель» – это те же Гензель и Гретель, только в соответствии с трендами нашего времени, делающий акцент на женском персонаже. Тем более, что ее играет ставшая известной после экранизации «Оно» София Лилис. Будь осторожней, дорогая. Не начинай того, что потом не остановишь. История, сочетающая в себе элементы фэнтези и хоррора, в целом повторяет классический сюжет. Старшая сестра и младший брат наткнулись в лесу на домик ведьмы, которая любит лакомиться свежей человечиной. Лилис снова предстоит воевать со злом, но на сей раз представленным в виде старухи из лесной избушки. Что вы с ним сделали? Мне осталось лишь приправить его. Перцем. Это Мэг, Эми, Пэт и Джо. Грета Гервиг написала и поставила душевную и трогательную киноадаптацию знаменитого произведения «Маленькие женщины», в которой сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и сама Мэрил Стрип. Джо, может, потанцуем? Не могу. Фильм рассказывает о взрослении 4 непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. Амбициозный, талантливый и просто красивый. Я больше не хочу слышать, что удел женщины удачно выйти замуж. Просто не могу этого слышать. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Некоторых людей просто невозможно изменить. «Маленькие женщины». Максим, какой у тебя почерк? Ну, Сознавайся. иной раз, если я пишу второй пах, то я сам себя не могу прочитать потом. Почерк у меня врачебный, скажи. Да. На самом деле сегодня отмечается День почерка или День ручного письма. И это не удивительно. Почерк настолько же индивидуален, насколько индивидуален отпечаток пальца. И он многое может рассказать о тебе. Так что, Давайте друзья, если посмотрим, хотите, да. чтобы вас не прочитали дословно, соблюдайте какой-то регламент. Связь почерка с характером изучает наука графология. Она помогает определять по почерку человека, насколько развиты у него ум, сила воли, какова самооценка, эмоциональность и многое другое. Например, крупные буквы говорят об общительности, открытости человека, а мелкий почерк, наоборот, указывает на замкнутость своего обладателя. Угловатые буквы – признак эгоизма, а круглые – доброты и щедрости. Скорость написания, да, вообще характер написания зависит от нервной системы человека. А как мы смотрим на аккуратность, да, на расстояние между строками, на исполнение этих строк, на то, как они прямо идут, криво идут, насколько сильно идет нажатие, да, насколько человек обращает внимание на детали в почерке. Мы попросили наших коллег написать пару строк и с этими бумагами направились к психологу за анализом. Этот человек организованный, да, судя по тому, что у него строки идут прямо. То есть он может придерживаться порядка, правил. Размер почерка. Он крупный. Этот человек, он решительный, да, и любит, когда на него обращают внимание. Округленный почерк идет. Да, то есть это говорит о мягкости характера этого человека. То есть он может конфликты не обострять, да? Он может решать какие-то острые проблемы мягко.
Образец номер 2. По сравнению с первым образцом, тут строки строго не соблюдены. Тут имеется в виду границы, да? То есть это говорит о том, что по большей части человек обращает внимание на суть, да? Он может пренебречь деталями, да? Скорее всего, здесь творческий человек, импульсивный человек, да, и у него быстрый почерк, то есть он любит быстро все заканчивать, доводить до конца. Здесь номер 3. Здесь видно, что человек старался. Мы смотрим на размер букв. Где-то они большие, где-то они маленькие. Здесь речь идет о том, что человек пытался создать впечатление. Но, судя по исполнению букв, этот человек, если он захочет, может быть аккуратным, да? Но он, скорее всего, больше творческий человек. Вот такие интересные итоги. Даже не зная человека, по завиткам, нажатию руки и многим другим особенностям можно очень точно описать даже незнакомого человека. Мария Павлова, Арсен Степанов. Новый день. Якутск. Далее мы призываем вас окунуться в мир прекрасного и побывать в мастерской целой династии. Смотрим. На 4-м этаже старенькой четырехэтажки в небольшой комнате царит абсолютно творческая среда. Ежедневно в этой художественной мастерской среди красок и холстов, косторезных инструментов рождается прекрасное. Любовь к косторезному искусству у меня привил отец, народный художник Якутии Амудаев Николай Данилович. Мы находимся в мастерской, моей мастерской, которая мне досталась. Здесь работал мой отец в свое время, а до отца здесь работал народный художник России Терентий Васильевич Амосов. Здесь мы работаем втроем. В основном мой зять, это Винокуров Александр Анатольевич, и Амудаева Нюргиана Александровна, тоже выпускница Красноярского художественного института, она живописец. Александр Анатольевич, зять Амыдаевых, МЧСник по профессии, по призванию своему мастер-косторез. После дежурства бежит в мастерскую, чтобы поскорее взяться за свои материалы, окунуться в мир прекрасного. Отец 6 детей впервые для нашей программы показал свою домашнюю коллекцию изделий своих детей. У меня 6 детей. Старшая Нюргиана, она живопись закончила в Красноярске. И старший сын отучился в Якутское художественное училище по косторезу. И в данное время учится в Санкт-Петербурге, в Репинке, там, по скульптуре. Аина, средняя дочка, она закончила тоже художественное училище. И работает. Учась в АГИКе, тоже не забывает, вот эту работу делает, она еще докончит, наверное. Времени нету, как сейчас направление. И младшие 3. Его дочь Нюргуяна – выпускница художественного училища, единственная из всей семьи, кто профессионально занимается не резьбой, а живописью. Живопись – это у нас новое направление в нашей семье получается. Мне всегда восхищала именно живопись с детства. К нам гости приходили, помню, дедушка, друзья дедушки, художники, живописцы, и меня всегда восхищали именно полотна. Династия Амыдаевых. Так просто, но так емко называется выставка, на которой представлена целая история семьи до 3-го поколения. Главный экспонат – чарон авторства Николая Даниловича Амыдаева. А это кресло было сделано к его 50-летнему юбилею, который по сей день бережно хранят его дети и внуки. Сейчас мне тоже 50, вот это какая-то параллель такая происходит. И в 50 лет мне было в то время 14. И я также участвовал, хоть и не именно построение, чисто шлифовки, полировки, это черновая работа, да. Но это для меня очень дорого, как память об отце. До середины февраля вы тоже можете успеть насладиться выставкой «Династия Амыдаевых». Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. Якутск. Вот такая замечательная династия просто. Что ж, у нас есть одно утреннее сообщение. Доброе утро ведущим нового дня и всем моим друзьям Аллах Валаттара. Отличного дня и победных свершений.
Друзья, ну и вам хорошего дня и отличных свершений сегодня. Большое спасибо, что пишете нам привет и передаете, и Да. делитесь своими позитивными новостями и позитивными словами. Что ж, пишите нам больше. Каждый день мы работаем только ради вас, чтобы радовать вас каждый день. Ну, а сегодня четверг, значит, завтра пятница, а у некоторых людей уже сегодня предвыходное ощущение. На самом деле праздник вашей жизни и радость вашей жизни может быть каждый день, каждую секунду. Просто зафиксируйтесь в этом моменте, подумайте, что вы здоровы, что у вас полная семья или есть близкие друзья, Да. и поймите, что это действительно ценно. Да, как напомнила Женя сегодня, как вы думаете, как вы говорите, так вы и проведете этот день. Как вы этот день назовете, так вы его и проплывете. Всего хорошего. Всего хорошего, друзья.